Отец Александр, а почему православие отрицает гороскопы? Дело в том, что не то чтобы православие отрицает. Отрицает, я думаю, все христианское учение, равно как и Ветхий Завет, где очень определенно и точно говорится о том, чтобы не обращались к гадателям, к искателям звезд, хотя один случай такой в истории был. Именно звездочеты, волхвы, волшебники, маги персидские первыми узнали весть о том, что в Вифлееме иудейском родился Мессия, ибо они видели звезду его на востоке. И в тропаре праздника поется: «В небо звездам служащие», то есть те, которые служили звездам, «звездою научихамся видеть тебе солнцем правды и знать тебя высотой с востока». А гороскоп – это является основополагающим препятствием к человеческой свободе. Общество так часто говорит о свободе, защищает принципы свободы. Ну а когда вам на день, на месяц или на год расписывают то, что с вами может произойти, может случиться, это ли свобода? Механизмы работы разные. Самый простой – это психосоматика. Когда, знаете, читайте гороскопы, вроде бы там такие советы, такие предсказания даются, которым притянуть можно все что угодно. Например, читает Овен: ожидается встреча с интересными людьми. Ну, у нас каждый день происходят какие-то встречи с интересными людьми. А если в этом участвуют действительно бесовские силы особо продвинутых пользователей гороскопов, тогда человек полностью лишается своей свободы. Он живет не по промыслу Божьему, не по своей свободе, а по тому, что ему якобы указывают небесные объекты, находящиеся от нас на неимоверном расстоянии, на таком расстоянии, что всякое физическое влияние на жизнь на Земле совершенно исключается. Мы понимаем влияние Луны, небесного тела, тут чисто физика, которая притягивает океаны то в одну сторону, то в другую, что вызывает такое известное явление, как отливы и приливы. Но это физика. А там, где люди не знают физику, там начинают появляться чудеса.